Здравствуйте, это тематический блок. Давайте разберемся. И Николай Борисов. Зачем мы берем потребительские кредиты, киберпреступники и финансовая грамотность? Как вы поняли, сегодня мы поговорим о деньгах и вкладах. Мы расскажем, а выводы делать вам. Это я удачно зашел. По традиции немного бэкстейджа и состояния дел на сегодняшний момент. Прошедший 2019 год стал непростым в плане финансовой ситуации россиян. По оценкам Центрального банка Российской Федерации, уровень долговой нагрузки населения побил исторический рекорд. Только с 1 января 2017 года по сентябрь 2019 банки выдали 6 триллионов 300 миллиардов рублей новых займов физическим лицам. Эта сумма эквивалентна 5,8% российского внутреннего валового продукта. Общий долг россиян при этом достиг 17 триллионов рублей. И уже на конец сентября 2019 года банковские кредиты имели 39,5 миллиона человек. Это 54% занятого населения России. То есть в 2019 году кредиты брал чуть ли не каждый второй россиянин. 2/3 заемщиков имеют необеспеченный потребительский кредит или задолженность по кредитным картам, то есть оплачивают банковские займы текущие расходы, на которые не хватает зарплаты. Центробанк беспокоит желание россиян жить в долг. Около 37% небольших суд берут сверхзакредитованные клиенты. На обслуживание долгов у них уходит более 80% ежемесячного дохода. Регулятор еще с конца 2018 года начал применять различные меры по сдерживанию темпов прироста долга. И главное нововведение – это ограничение предельной долговой нагрузки, которое начало действовать с октября 2019 года. Банк России в октябре 2019 года опубликовал информационное письмо, адресованное банкам и микрофинансовым организациям с рекомендациями по информированию заемщика о величине его показателя долговой нагрузки. Такое информирование позволит повысить осведомленность заемщика о том, какую долю своего дохода он должен выплачивать на погашение кредита кредиторам. Чтобы исключить чрезмерную долговую нагрузку на заемщика, финансовые организации должны осуществлять расчет показателя долговой нагрузки в каждом конкретном случае при выдаче кредита. Если показатель долговой нагрузки превысит значение в 50%, в этом случае кредит может быть выдан, но финансовая организация вынуждена будет присвоить этому кредиту повышенный коэффициент риска и создать дополнительные резервы для страхования этого займа. В 2019 году количество обращений в Банк России снизилось на 7% и составило 802 обращения. Большая часть этих обращений на деятельность кредитных организаций составила 67%. Из этих 544 сообщений 45% связано с потребительским кредитованием. Это и навязывание дополнительных услуг, это отказы в рефинансировании, в том числе в реструктуризации долга. Впрочем, кроме ограничения нагрузки, необходимо предпринимать меры, чтобы повысить благосостояние населения. В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что депутаты должны обратить особое внимание на принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. Это очень важно для развития удаленных северных территорий, особенно Якутии. Правительство республики и Илтумен сейчас работают над внесением поправок в эти документы, по которым будут реализовываться крупные проекты. Одновременно с этим в Якутии стартовал прием заявок на получение льготного ипотечного кредита в рамках новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». А проект дальневосточной ипотеки становится все более популярным. Дальневосточная ипотека по льготной ставке 2% – это, конечно же, беспрецедентная мера поддержки нашей молодежи. На 1 февраля у нас в республике выдано 159 кредитов на сумму более 625 миллионов рублей. Более того, даже выдан кредит на индивидуальное жилое строительство на территории дальневосточного гектара. Самый частый, наверное, вопрос касается возраста участников программы льготного кредитования. До 35 лет должно быть обоим супругам. По приблизительным подсчетам у нас в республике живет примерно 100 с лишним тысяч молодых семей, которые отвечают по возрасту условиям программы. Касательно семей с детьми. На частичное или полное погашение, полученное в рамках программы кредита, либо на первоначальный износ, можно направить средства материнского капитала, регионального материнского капитала. Если после 1 января 2019 года в семье родился третий или последующий ребенок, такая многодетная семья сможет дополнительно получить выплату от государства до 450 тысяч рублей на
погашения ипотеки. Также очень важно, что дальневосточную ипотеку на строительство дома могут получить участники программы «Дальневосточный гектар». В части ограничений по возрасту никаких нет. Главное, что по договору этот гектар можно было использовать для строительства жилого дома или ведения личного подсобного хозяйства. Таких договоров у нас в республике более 1500. Часто спрашивают и про возможность рефинансирования ранее выданных кредитов. Такой возможности пока не предусмотрено. Подробные консультации по участию в программе льготного кредитования по дальневосточной ипотеке можно получить в ближайшем пункте МФЦ. На этом фоне особенно важна финансовая грамотность, ведь по словам главного полицейского Якутии, финансовые средства, которые все больше приобретают виртуальный характер, привлекают все больше киберпреступников. Это в основном телефонные мошенничества, кражи с банковских карт. Следует отметить, что по нашему министерству мы среди сильнейших управлений и министерств десятки мы занимаем 7-е место, потому что мы своевременно приняли экстренные меры. И это нам позволило практически 40% всех преступлений, которые были совершены на территории нашей республики, раскрыть. Также хочу отметить, что очень большая проводилась профилактическая работа. Напоследок хотим напомнить, что бесплатный сыр только в мышеловке. Ипотечные и другие кредитные программы, которые предоставляет государство, работают без каких-либо посредников. Проверяйте информацию и никому не говорите данных своей кредитной карты. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть.